эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. 5 лет назад жители города Якутска доверили представлять свои интересы 30 депутатам городской думы. И вот третий созыв завершает свою работу. О некоторых итогах работы Якутской гордумы мы будем говорить сегодня с председателем Александром Савиновым. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Собственно, что удалось сделать депутатскому корпусу третьего созыва за это время? Какие достижения вы бы для себя лично отметили? Ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, что за этот созыв мы приняли 551 правовой акт, 10 законодательных инициатив. Но самое главное, наверное, мы приняли стратегию развития города Якутска, где заложены этапы по приоритетам развития до 2032 года. Это очень важный стратегический документ, который прежде всего определяет поэтапное развитие города и на что обратить внимание. Такой дальновидный, совершенно 32 год. Это очень важный документ, и вообще на стратегию, вообще на прогноз социально-экономического развития опирается прежде всего и развитие бюджета нашего муниципального образования города Якутска. Ну, 10 законодательных инициатив, я уже не говорю о нормотворческих инициативах, это известный уже законопроект о тишине, который прежде всего нужен был нашим жителям. Да? Это закон об охоте, это мы приняли также концепцию о развитии велодвижения, понимая о том, что у нас... одно из последних было. Совершенно верно. О развитии велодвижения в городе Якутске, и действительно конкретная работа по данному направлению началась. Надо сказать о том, что мы приняли адресную программу о развитии застроенных территорий, куда было включено 1069 многоквартирных домов. И на сегодня мы уже имеем 15 договоров, которые заключили до 2023 года. Какой еще один важный вопрос? Мы приняли проект об ограничении застройки центральной части города Якутска. Это тоже важный очень проект. Мы внесли изменения правил землепользования и застройки. И он, конечно, будет способствовать развитию окраин и не будет, ну, мы знаем о том, что в центре парковок мало и так далее, и так далее. Мы по инициативе, значит, в 2014 году наших депутатов, мы впервые вообще в нашей стране приняли проект о муниципально-частном партнерстве. Это в 2014 году. Тоже очень важный документ, но в связи с принятием закона о государственно-частном партнерстве, ну, мы чуть были впереди, и сегодня уже это государственно-частное партнерство уже действует на территории нашего города. Мы по инициативе наших депутатов увеличили сумму финансирования в бюджете для обеспечения жильем молодых семей с 10 миллионов до 50 миллионов. Ну, здесь несколько уровней федерального бюджета. И вот за эти годы 245 молодых семей воспользовались этой программой и улучшили свои жилищные положения. Мы по рекомендациям именно нашего депутатского корпуса была принята дорожная карта 2025 года. Это прежде всего по вопросу перевода школ на односменность. Действительно, сегодня в городе это большая проблема, нехватка ученических мест. И это и строительство школ, это выкуп пристроев и так далее. Мы реализуем по инициативе, опять же, наших депутатов, приняли решение, реализуем два проекта, это чистая вода и детские площадки детям. Благодаря этому у нас сегодня уже в 12 школах стоят фильтры очистки воды, вот. В 14 мы еще установим. Ну и в 41 детском саду построили новые современные детские площадки. Александр Александрович, действительно большой объем и за 5 лет плодотворная такая работа. Вот вопрос следующий. Законодательная власть, она все-таки больше концентрируется на разработке таких правил и норм городской жизни. Это более такое стратегическое планирование. Но вот насколько вы погружены именно в ежедневную жизнь города?
Ну, как вы сказали, погружены. Без погружения, без знания всего того широкого спектра проблем невозможно, наверное, принимать те или иные нормативно-правовые акты. Это однозначно. И здесь надо сказать о том, что вот благодаря вот инициативе, вот то, что я сказал, да, благодаря вот по инициативе депутатов принимаются вот такие меры. В свое время мы также принимали программу развития пригородных территорий. Впервые мы увеличили бюджетное финансирование, значит, строительства дорог, вопросы внутриквартального благоустройства. Все это исходило по инициативе именно депутатов. Это говорит о том, что мы должны, обязаны знать, и мы знаем эти проблемы, которые существуют в городе. И, соответственно, отталкиваетесь от мнения Совершенно жителей. верно. Хорошо, а вот каковы точки соприкосновения представительной власти и исполнительной? То есть насколько важно быть вот общей командой? Очень важно. Очень важно с точки зрения именно вопросов взаимодействия и вообще совместной работы. Конечно, бывают разногласия, бывают споры, но это все рабочие моменты. После принятия решения начинается командная работа. И то, что есть определенные разногласия или, будем говорить, споры, это тоже очень важно, потому что каждый высказывает свое мнение, высказывает свои предложения, и на основе этого выходит добротный, качественный нормативный акт. И это очень важно, в общем. Как вы сказали, мы определяем порядок жизни в городе, и это очень важно для принятия таких решений. Ну, вот опять же говоря про споры, в споре всегда истина находится. Совершенно верно. А чем нынешний созыв, вот третий созыв, принципиально отличается от предыдущих двух? Действительно отличается. Как вы уже сказали, это, если раньше было 25 по одномандатным округам депутатов, сегодня это 30. У нас 15 одномандатных округов, депутаты от этих округов, и 15 по партийным спискам. Одно из отличий, наверное, то, что в депутатском корпусе нашей столицы представляют депутаты 5 политических партий. Но надо сказать и отдать должное своим коллегам, депутатам, действительно, мы сумели соорганизоваться и работать в одной команде. И это тоже очень важно. Совершенно верно. Это действительно очень хороший результат, потому что обычно это самое трудное, именно людей настроить на одну волну, на единый поток. Но вот говорили мы, да, опять же, в самом начале про достижения, про работу за 5 лет. Но есть ли какие-то вопросы, на которые вот мало обращается внимание, потому что все мы знаем, невозможно сделать все. То есть всегда будут какие-то проблемы, которые нужно решать, и вот на которые меньше внимания обращается, но которые тоже требуют каких-то решений, которые должны быть заложены, возможно, в перспективе, вот уже в следующем созыве. Фактически мы в данной стратегии, которую приняли в этом созыве, заложили все стороны жизни нашего города и жизни наших горожан. Наверное, нет той отрасли или тех или иных вопросов, которые не заложены. Это прежде всего идет от понимания тех проблем, которые сегодня у нас есть. И, конечно, мы будем следовать этой стратегии, но мы понимаем, что эта стратегия не догма. Она будет коррелироваться, она будет где-то изменяться, будут какие-то вноситься изменения, но тем не менее вот эта стратегия, она, в общем-то, все стороны жизни и жителей, и города в целом определяет. Александр Александрович, вот мы сегодня говорим об итогах, тем не менее работа-то пока еще не заканчивается, то есть до сентября еще Гордума будет работать. Еще 2 сессии. Еще целых 2 сессии, то есть что-то на нее запланировано, какая сегодня повестка? Буквально на следующей неделе у нас будет внеочередная сессия, где мы будем обсуждать очень важный вопрос в части, значит, выкупа дополнительных зданий для наших образовательных школ. Это очень важный вопрос. Вы понимаете о том, что и внутренняя миграция, и то, что каждый год у нас рождается по 4-5 тысяч детей, говорит о том, что у нас действительно есть нехватка ученических мест. В какой-то мере это решит вопрос, снимет то напряжение, которое есть. А сколько, может быть, новых школ в этом году откроется, и насколько они помогут разгрузить? Сегодня мы предполагаем 4 объекта. 4 новых объекта? Или это, говоря про пристрои? Это именно выкуп дополнительных зданий. Ага. А средства на это предусмотрены, есть ли они в бюджете? Конечно, муниципальный бюджет все это осилить не может.
понятно о том, что мы обращаемся и к региональному бюджету, понимая ту непростую экономическую ситуацию, но сегодня это действительно большая проблема. Ну вот и вы с ней хорошо знакомы, насколько понимаю, но если вот так на перспективу, что называется, навскидку, да, через сколько мы действительно, через сколько лет, может быть 1 год, да, может быть 5 лет, мы действительно сможем перейти вот на односменное обучение, обеспечить детей местами в школах? Ну, вообще мы говорили о том, что по инициативе депутата была принята дорожная карта строительства, да, о переходе на односменность до 2025 года. Это достаточно солидные финансовые ресурсы, порядка 22 миллиардов рублей. Вот. Но мы понимаем о том, что сегодня мы и по государственно-частному партнерству строим по 203-му микрорайону, там появится дополнительно, 1 школа, и в следующем году еще 1 школа. А в целом мы по городу строим 5 новых школ. Это, Александр Александрович, последний вопрос, вероятно, у нас остается. Вот 3-й созыв, да, он смог объединить людей разных, опять же, политических взглядов, да, настроить на общую волну, заложить основные вот ориентиры на будущее. А каким вы видите следующий созыв? На что стоит им обратить внимание? Сохранить ту преемственность, которая была. Это прежде всего, командная совместная работа, взаимодействие в первую очередь с жителями. Как сказал в свое время древнегреческий историк Фукидид, он сказал, город – это прежде всего люди, а не стены. То есть уметь слышать жителей, слышать их проблемы и, конечно, принимать правильные решения. Вот. Я прежде всего желаю им командной и четкой работы. Ну и стоит, наверное, как-то что-то пожелать избирателям, которые будут выбирать новых депутатов, вот что бы вы им пожелали? Ну, в первую очередь, наверное, сегодня мы достаточно плотном графике избирательной кампании находимся. Я думаю, что люди, жители наши определят самых достойных и проголосуют за них. Александр Александрович, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня мы говорили об итогах работы 3-го созыва городской думы города Якутска. В гостях у нас был председатель городской думы Александр Савинов. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.